А теперь о главном. Канадская компания Centerra Gold подала в суд штата Онтарио на Тенгиза Бельтрюка, который 2 дня назад стал внешним управляющим Comter Gold Company. Бизнес-интересы превыше всего. Ранее бизнес-омбудсмен выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией на Комтере и призвал стороны к переговорам. Многие кыргызские бизнесмены тоже выражают беспокойство. Этот арбитраж не может не тревожить бизнес-сообщество, потому что такой арбитраж повлияет на всю нашу экономику. Мы не сможем привлекать в страну средства из-за рубежа, а также надо будет платить за расходы по арбитражу. Это будет сделано за счет наших налогоплательщиков. Ошол арбитраждын чыгаш аларына төлөшүбүз керек болот. Биздин салык төлөөчүлөрдүн эсебинен болот да. Отрадно, что бизнес-организации заботятся о рядовых налогоплательщиках. Ну а о бизнесменах они, конечно, заботятся еще больше. А зарабатывают эти бизнесмены себе на хлеб с маслом главным образом за счет тех же самых налогоплательщиков. А государство всегда не прочь поживиться как за счет граждан, так и за счет бизнеса, из-за чего возникают разного рода эксцессы, вплоть до судебных разбирательств. Беспредельничать все время. Есть свои пределы, и есть пределы, которые позволяют себе, скажем, компании терпеть, после чего они начинают подавать в суд. И причем не в суды Кыргызстана, а в международные арбитражные суды. По международным нормам инвестор имеет право подать в любой арбитражный суд по отстаиванию своих инвестиций, капитала, имущества. Однако является ли нынешний случай с Комтером наездом государства на бизнес? Компания заключила не совсем выгодный для государства контракт в 1992 году, потом в 2003 году вместе с коррумпированным руководством страны реструктурировала проект так, что он стал еще более невыгодным для этого государства, потом еще и еще. А наши бизнесмены все это время уверяли нас, что нельзя трогать Комтер. На макроуровне что произойдет? На 25 лет республика отойдет назад. Ни один инвестор не будет приходить, потому что никто не работает с тем, кто национализировал и не оплатил. Нужно просто иметь элементарное чувство уважения к частной собственности. Все просто. Все очень просто. Богатые бизнесмены в сговоре с руководством страны грабят эту страну и ее налогоплательщиков, при этом придумываются и осуществляются разного рода схемы, которые представляются как неизменно более лучше, чем предыдущие соглашения. Так было и в 2013 году, когда власти договорились с канадской компанией о создании совместного предприятия 50 на 50 и всячески его расхваливали. Будущее Комтера только в гласности, прозрачности, открытости. Другого варианта не будет. Уже никто не позволит нам. Никто закрываться не будет. Вы слышали в 2009 году, кто-нибудь обсуждал с вами о реструктуризации 2009 года? Не было такого. Мы даже не могли найти одного протокола. Вот поэтому мы не хотим революцию, поэтому мы с вами обсуждаем. Как раз в том же 2013 году были внесены изменения и в Водный кодекс Кыргызстана, согласно 62-й статье которого запрещается деятельность, влияющая на ускорение таяния ледников, а также деятельность, которая может повлиять на состояние ледников или качество вод, содержащихся в них, за исключением деятельности на ледниках Давыдова и Лысый. Это был закон, принятый специально в угоду канадской компании. В мире не было случаев, чтобы путем разрушения ледника добывали тот или иное месторождение. Это запрещено во всем мире. И первоначально и разработчики Комтера тоже согласились, что половину золота, то есть 30 тонн золота они добывают открытым способом, остальные 400 тонн золота они будут добывать подземным способом. То, что запрещалось всем 6,5 миллионам населения Кыргызстана, Комтеру разрешалось. Вот в чем вопрос. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарын Айып. Всего вам хорошего и до свидания.